95-го года я отдыхаю. Мне же полная. Все, наверное. Это физкультура же. Хожу, занимаюсь вот. А если буду лежать, сидеть, болезнь всякая прицепится мне. Вы совсем молодая, наверное. После окончания. Это внучка. Я выхожу, что-то делаю. Обязательно что-то делаю. А так у меня не получится не вспоминать некогда. Я только вспоминаю маму и папу. Я единственная дочь. Они воспитали меня так, духовным. Я росла. Отец не пил, мама не пила. Они на мазок шли. А вышла замуж за Сенского. Он тоже техникум закончил, я тоже техникум закончил. Поженились. Потом он устроился в юрфак. Поступил в юрфак. Закончил. Работал хорошо. Как органы пошел, он начал пить. Потом я не стала любить органовских работников. Когда слушаешь проблемы каждого, а у каждого есть проблемы в пожилом возрасте, и приходится, получается, как-то по ходу своего исследовательской работы вот, в образовательных заведениях, и со студентами, и с учителями, и с населением, я как-то получила, как сказать, опыт работы с людьми, с обществом, разными слоями, и мои знания тоже помогать индивидуально подсказками, может, советами каждому, у кого есть проблемы пожилого возраста. Я в этом году обрезала белую смородину. А остальное вишня, вот малина у меня хватает. Обрезка весной будет. Вот любимый цветок у меня жасмин. Очень красиво пахнет. Ой, алтынай пошло, училась. Қандай? Жақсы. Келем hazır. Мы обучаем их как-то вот дальше выживать в такое трудное время. Единственное, сейчас вот от государства я не могу получить когда плюс
здесь очень много человеческих ресурсов среди пожилых, которые с умением, такими очень опытными знаниями не удел сидят дома. Вот когда я ушел на пенсию, это было 6 лет назад, я проходил по улице Тыныстанова и прочитал, смотрю, вывеска «Дневной центр Ардагер». И я зашел, говорю, что у вас за центр, поинтересовался. Она сказала, вот, вам сколько лет, во-первых, вы пенсионер? Я говорю, да, я пенсионер, но хочу вот так поучаствовать в активной жизни. Вот. Ну, когда, я думаю, собирается общество какое-то, хоть какое, стариков, молодых, это же интерес какой-то появляется. И она говорит, да, вот и она сказала, что мы вот играем шахматы, ансамбли у нас, мы выступали, вот, коллективы ансамбля, потом там рукоделие, ну я рукоделием не занимаюсь вообще, я говорю, ну соберемся так, поговорим, вот, посидим, шахматы поиграем, о том, о сём поговорим, это все. Первое началось оттуда. А потом я говорю, как она услышала, что я играю в теннис, она сказала, вот, ребят, собери этот, и играть. И мы потом, Жаршил сказал, у меня дома есть теннис, давайте у меня соберемся. И мы решили здесь собираться. И вот уже 3-й год, да, пошел? 3-й год мы уже здесь собираемся, играем. И добились неплохих результатов. Я же говорю, в областных соревнованиях среди ардагеров, это имеется в виду, старшего поколения, я был чемпионом 2 раза. 2 раза 2 место чемпионом, он 2 раза чемпионом был. Ну, Ильяс у нас 3-е место занимал, призер был. Нас не ценит, зато народ ценит. Народ ценит, видит, что мы помогаем. Вот, например, геронтологические услуги, бесплатные медицинские услуги. Мы у врачей и так много работы при не очень высокой зарплате, но и они приходят в неделю 2-3 раза по телефону, мы общаемся, обращаемся. Это вот как-то начало геронтологического движения, это как бы гагаринский путь начался. Вот хотелось бы продолжить его, геронтологию. Это по-другому активное долголетие пожилых. Они хотят иметь работу, они, чтобы не скучали, хотят иметь свой центр, иметь свой как-то вот заведение, где бы они приходили и свою отдушину говорили. Төгілін жеттап сайраған, азайын көчіп құсалық, алсызмын жіпсіз байланған. Ансайын көчіп құсалық, алсызмын жіпсіз байланған. Бұл жерде үйде ерігіп отырып чақты, бұл жерден өзіңді көңілің ашық, жасаған іштерге қызғасың, алақсыйсың дегендей. Ардагер ең бірінші общение, орысша сөйлеп, бири-бирибизди таанышып, бири-бирибизде опыт алмашып дегенде момундайларда бири-бирибизге үйрөтүп, негизи жакшы организацияда биз үчүн, ардагерлер үчүн. Көңүл ачабыз, шахмат ойнойбуз, антимтебиз, кээде концертте койгон күндөр болду. Өзүбүз мындай репетиция кылып, өзүбүз даярданып, өз күчүбүз менен дагы ошо жакшы мындай. Мен ыраазымын. Бул деген ушунча адамдарды үйдө жатканын, эчтекени көрбөй аткан кээ бирөө бар да, капа болуп, жалгыз, ушундай жалгыздыкта жашагандардын баарын ушул жерге чогултуп, баягы таланттарын кээ бирөөнүкүн кадимкидей көрсөтүп, ырдагандарын, кол өнөрчүлүктөрүн, жанакы кийиз менен, курак менен жасагандардын баарын көргөзмөлөргө алып чыгат. Ошондой эле адамдардын, аялдардын баягы көңүлү көтөрүлөт да. Я человек, по сути, как-то активный. Вся моя деятельность до пенсии пришла к тому, что я, наверное, по генетике пошла вся в отца. Я упорно
и активно добивалась и потом осмыслила, что НПО – это вот тот резерв, где можно выкласть, то есть вложить свои знания, навыки для того, чтобы вот достичь своей цели. Үйде компьютер бар, ошомен тақырыбына колтуруп жазабыз. Үй ок. Чынден соолук. Анан кайра бутамга колуңузду аласыз. Башка уюмдарга салыштырганда бул ардагерлердин басып өткөн жолу, тажрыйбалары коомго керек деп ойлойм да. Ошол тажрыйбаларды кандайдыр бир деңгээлде чогултуп, жыйнап, жаштарга жеткиликтүү кылса, коомубузга ардагерлердин таасири өтө зор болор эле да. Деген экен. Ой. Бирок бир чет укпаган деле жакшы экен. Эмне сүйлөшүп аткан. Bir gün жасаш керек окшойт, Жазуучуга мен деле мен айтып атпайм, 76 жашка чыкканда кандайдыр бир Алла Тааладан илхам келип калды да. А мен эми 40 жылдан ашык жооптуу кызматтарда жүрүп, качан мен адабият менен аралашат элем? То есть, по-русски говоря, некогда мне было этим заниматься литературой. А вот когда мне исполнилось 76 лет, мне вот как-то пришлось это самое. Башкаларга салыштырма кыргыз калкы көп эмес да, элдин саны анча деле. Эмнеге ынтымактуу жашабайбыз, эң ыңгайлуу шарт түзүлсө элибизде. Эл ичинде сүймөнчүлүктү таасир бермек, ынтымактуу өлкө башчы жетекчилер куруп берсе, тынчтык менен ынтымактар жок болсо, өлкө эч качан айланбайт күчтүү мамлекетке. Вот эта вот миграция, вот эта вот наша система, скорее бы она пришла бы к такому руслу, где бы каждому было место молодежи у нас в стране. Было бы много вот этих вот зданий, рабочих мест и так далее. Может, добьемся этого, будем жить в надежде. Наши бабушки будут приходить с такой гордой головой: мы заслужили, деппер борбо рач койсо ушу жерде. Почему нет? Было бы очень прекрасно. Обидно. Если бы был такой городской центр, почему бы им туда не пойти? Обидно. Обидно, что вот у нас здания есть, но желательно бы вот здесь, где-то рядом, именно для них открыть кафе, где бы они свои годовщины справляли, или просто медицинский центр именно для пожилых. Они бы пришли с благодарностью. Это как бы забота о пожилых от государства было бы. Но, к сожалению, этого пока мы не добились.
Marhumun kulağını tuturam Kan değilim kakşağında yupasam Когда чувствуешь проблему, знаешь, как помочь. Кому-то советом, кому-то конкретно гуманитарной помощью, кому-то, как бы сказать, юридическая помощь нужна, оказывается. Знания тоже нужны. Ну а здесь самое главное желание помочь. Раз хочешь помочь, получится. После этого, да, в настроение приходим. Общаешься. Общаемся, что-то делаем, потом приходишь с настроением. Хорошо в Ардагере. Көмір ишканасы жарандарды арзан көмір менен камсыздоо максатында оор жүк ташуучу оонун алды. Алардын ачкычын энергетика министри Досболбек Мырзаев бүгүн Онунан башка ушул жумуштарды баштадык. Каттап айтканда биз конкурс жарыяладык муниципалдык резервге. Есть трагедия, есть и комедия. Это есть. Пустоту заполняет. Общество, которое приходит